Продолжаем уфимский разворот. Руслан Валиев, Елена Черкова за микрофонами. Что-то я сегодня не путаю, где я сижу. +7 927 304 10 51 номер для ваших смс-сообщений. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Писать нам можно еще и в Телеграм. А почему нам нужно писать? А потому что мы не одни уже в студии. У нас сегодня в гостях представители соседней нашей республики, Татарстана, а именно директор башкирского... прошу прощения, Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. Ошибочка Эфир такая по Якупов. Фрейду. Доброе утро. Доброе утро. И главный режиссер того же театра Фарид Бекчантаев. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Ну, собрались мы здесь не просто так. Сейчас театр Галиаскара Камала гастролирует в нашем городе. И вопрос первый, ну, наверное, такой простой. Когда, кстати говоря, впервые театр Камала приехал в Башкирию с гастролями? В 20 веке точно я могу сказать. А вот год, я молод еще, чтобы Это было помнить еще в такие. советское время или Ну, уже конечно, в 90-е? конечно. Нет, ну надо дать дань тому театру, в котором мы будем играть сегодня. А где вы, кстати, играете? В театре Нур. Мгм. То есть актриса, которая играла еще в начале 20 века и стояла у основания татарского театра, она переехала в Уфу и создала вот этот театр Нур Мгм. в 19 году. Да, в 19 году. То есть 100 лет назад, да, получается. получается так. А при этом вашему театру чуть больше 100 лет, насколько я понимаю. 114 уже. 114 уже. Слушайте, а правда, что достаточно долго не пускали вас, не приглашали вас с гастролями в Башкирию? Вот когда это у нас Ну, было? Это скажем последние так. десятилетия. Нет, это было не последнее десятилетие, это было где-то В 90-е, в начале да, нулевых. 90-е годы, когда... С чем это было связано? Ну, как с чем? С тем, что творилось вообще в стране. Мгм. Вот, когда все хотели, ну, идентифицировать себя. И, да, да. А был ли обратный процесс со стороны Татарстана, скажем, башкирские театры тоже не могли приезжать в то время? Или они в принципе не Ну, на ездили? самом деле, такого явного отчетливого противостояния не было. Между театрами тем более не было, потому Мгм. что мы продолжали приезжать сюда, к нам приезжал башкирский театр. Такого не было противостояния. Это было такое, Больше я даже больше думаю, национально-политический да. такой И вопрос. финансово даже. А, То даже есть, так. да, ну, когда в 90-е годы, когда выпускали спектакль, тоже тяжело на бартерной основе, то есть приехать. Когда страна переходила на рыночную экономику, это тоже большое влияние имело, поэтому просто не было возможности финансовой. В последнее время, если я правильно понял, вы каждый год приезжаете уже, да? Нет, мы в 2 года раз. В 2 года раз. Ага. На сей раз гастроли с какой программой, на сколько дней? Расскажите коротко для слушателей, которые, возможно, не в курсе и сейчас будут рады, скажем, да, поучаствовать в них. Мы с 14 февраля в 19:00 начинаем, и заканчивается гастроль 20 февраля в 19:00. Мгм. То есть сегодня начало. Да, сегодня начало старта. Мгм. Что ставить будете? Какая программа? Программа очень насыщенная. Сегодня еще, кстати, День влюбленных. Хочу всех радиослушателей поздравить с этим праздником. И мы тоже начинаем свои гастроли как раз в этот день красивый. Этаж Менганчитенга. Взлетел петух на плетень сегодня вечером в 19 часов в театре Нур. Завтра же у нас будет на Кисамбет классик Миркей Белян Айсоло, как раз вот про любовь. Такую трагическую любовь. Трагическая Да, любовь. да. Потом на малой сцене уже, можно сказать, наверное, нашумевшийся спектакль, фестивальный спектакль «Кильмешек», Тоже про любовь. тоже про любовь, пришлый. Мы вернулись 11 февраля буквально из Индии. Мы играли в Дели и в Варанаси. Этот Ух ты. спектакль пришлый, да. До этого в Китае играли. Саха-Якутии дальше и так ты- далее. ты- Нет, подождите, давайте здесь остановимся. Там вы играете на татарском, Естественно, мы а все везде. субтитры какая-то идет. На На английском. английском. Да. И как принимают там? А в Китае на китайском. Как принимает публика там? Замечательно. Это же фестиваль, поэтому там собирается определенная Мгм. категория Мгм. зрителей, которые ждут и заранее готовы. Нет, это очень интересный опыт. Мгм. А, кстати, вот во время гастролей по России, в частности, в Башкортостан, публика это все-таки татароязычная или тоже она бывает очень разной?
преимущественно? Я думаю, разные. Но преимущественно, конечно, татароязычные. То есть по России, потому что татароязычные, понятное дело, куда бы мы ни поехали, они везде... Тянется. Они везде нас встречают, где бы мы ни были. Мы приехали там в Якутию или там в Хакасию, но хоть 5 татар они встречают. Даже в Индии из Альметьевска. Даже Серьезно? в Индии, да. Один вдруг из Альметьевска человек, мы в конце спектакля, он громко крикнул там по-татарски. Рахмат. Да, он, по-моему, в посольстве работает. Вот по поводу репертуара такой вопрос. В принципе... А он не договорил. Я еще не договорил, да. Параллельно с пришлым спектаклем, который состоится на малой сцене театра НУР, вечером 19 часов 16 февраля также комедия Киляева Тоже по любовь. «Вызывали». 17 февраля 19 часов будет спектакль «Тормош Мабу», и это жизнь. Это номинант «Золотой маски» в 6 номинациях. Вот. Потом у нас 19 февраля снова «Этаж Манганштейнка взлетел петух на плетень». И закрываем гастроль 20 февраля «Бию Парие», очарованный танцем. То есть мы привозим все последние премьеры 2 лет. Вот вы сказали «Тормош Мабу», то есть номинант «Золотой маски». Правильно ли я понимаю, что эта постановка, она такая, более серьезная, что ли, да, с каким-то таким вот социальным подтекстом? Да. Вы правильно сказали. Вот, и в связи с этим вопрос. Вот в наше время, да, так сложилось, что государство все чаще там через Министерство культуры вмешивается или пытается вмешиваться в искусство, да. Национальный театр на себе это как-то ощущает? Или это все-таки история такая больше федеральная, да, там главных государственных театров и, соответственно, там кинематографа? Больше в Москве все. Я не могу так сказать, потому что этот вопрос задавали неоднократно. Я не хочу выглядеть таким патриотом, только лишь патриотом, но это правда, это факт. К нам никаких со стороны бюрократических там аппаратов не было никогда. То есть у вас достаточно давления не было, недостаточно. Даже не про давление, наверное, речь, а вот пожелание. А вот почему бы не сделать такой акцент, да, такую-то постановку не использовать? А вот это может быть не стоит. Вот это лучше вообще не ставить, как Тангейзер, например, тот же. Да, нет. У нас, слава богу, пока на нас нет такого, не влияет. То есть нет. Но есть в основном, вы понимаете, дело же, кто вообще все это затевает? Ведь затевают не чиновники, а затевают те же коллеги по цеху. Вот же что беда в том, что... То есть у нас, например, сейчас началась возня с драматургами. Драматурги очень активно начали предъявлять свои права, что мы их не ставим, что мало ставят. Вот и они начинают. Знаете, свои же коллеги, да, это всегда, кстати, так и было. Всегда так и было. Мы, конечно, придумываем себе историю, что чиновники, но капают же им, они же сами не ходят в театр, они не видят, они не знают на самом деле. Но ведь среда такая, смотрите, то есть одно дело капать, другое дело реагировать на это. То есть если это не попадает в благодатную почву... Как сейчас же такой закон есть, на все мы обязаны реагировать. Насколько ваш театр свободен в выборе постановок, в выборе работ, вообще в своей работе? Есть у вас ограничения какие-то? Вот что у вас внутри, я сейчас построю правильное выражение, внутри театра есть какие-то рамки, за которые вы не пойдете? Авторов, каких вы не будете ставить, пьесы, какие вы не будете ставить, темы, которые вы не будете никогда ставить? Есть, мы же национальный театр, поэтому у нас очень плотно, я бы сказал, контакт с нашим зрителем. Мы, в принципе, понимаем, что мы можем, а что нежелательно. А что нежелательно? Но огромная часть, большая часть нашего зрителя все-таки они исповедуют ислам. Вот, поэтому там есть определенные ограничения. Ну, то есть это происходит на уровне все-таки самоцензуры, да? Да. Официальных никаких нету распоряжений. То есть самоцензура, как таковая, на ваш взгляд, она в последние годы в целом, если не говорить даже про национальный театр, в целом по стране она увеличилась? Ее влияние, скажем так? Она будет увеличиваться. Почему? И хорошо ли это, или это плохо? Ну, конечно, это нехорошо. Я считаю, это нехорошо. Кто-то считает, что да, давно пора опять вернуть вот это все.
и худсоветы, и Худсовет — это все-таки отборы. официальная цензура, а у нас самоцензура сейчас. А вы о самоцензуре? Да, самоцензуре. Но она всегда есть. Это в первую очередь любой художник, у него собственный как бы цензор сидит внутри. Только он сам может как бы решить, что вот это вот хорошо, а это вот получилось, а это не получилось. Это стоит показывать, а это не стоит показывать. Слушайте, а есть моменты, когда перестраховываетесь излишне? Вот, не знаю, есть какая-то тема, да, и хочется ее поставить, но вот думаете, а если поставлю, а вот вдруг там что-то, не знаю, там закон какой-нибудь опять, там 282-й тот же, да, привлекут, нет, лучше не буду. Вот такие моменты бывают, когда... Нужно понимать для тех, кто не видит трансляцию, что наши гости сидят и тычут друг друга пальцем и передают эстафету отвечания на вопрос, никак не могут определиться. Ну так что, как у вас с этим? Перестраховка есть? Но опять же, она перестраховка не в плане Перестраховка, того, что не которая закон, зависит от там, повестки сегодняшней, зная, что происходит в стране, зная, что очень все закручено. Понимаете, здесь даже, я бы так сказал, невозможно приугадать, какой закон выйдет завтра. Поэтому если мы будем замыкаться этими, то есть как бы стараться предвидеть государство или законотворческие организации нашей страны будут какой-то выпускать закон, мы не сможем работать. Поэтому мы обычно, сильно на этом не замыкаемся. Естественно, там вышел закон о, курить нельзя, да? Возрастной ценз надо ставить. Да, мы эти соблюдаем. Но вообще это серия компромиссов, она неизбежна. Это серия компромиссов. Весь, в общем-то, государственный репертуарный театр, они строятся на этом. И вот Фартрав, как обойти и сделать его, самортизировать так, чтобы этот компромисс не был таким жестким. То есть все-таки вы почувствовали на себе, что так или иначе в последние годы стало чуть-чуть сложнее работать, чем, например, работалось 15 лет назад? Больше каких-то вот таких рамок. Они каких-то таких неофициальных, может быть, не прописанных четко, но их количество Я растет. думаю, это больше касается, вот опять я киваю в сторону директора, больше законодательства такого экономического характера. Мы тоже наверняка от этого немножечко зависим. Но я, например, на себе этого не чувствую. Если что касается меня, нет, сложнее с каждым годом работать, это да. Вот вы сказали, что все-таки есть, да, некие ограничения, поскольку большая часть аудитории исповедует ислам. Но какие-то попытки, может быть, робкие, да, вы делаете в своих постановках, чтобы где-то хоть как-то спровоцировать, эпатировать публику? Может быть, не на уровне там каких-то... Естественно, вот этот спектакль и эта жизнь, которая на Москву, он достаточно так... Есть какие-то темы, которые поднимались еще в начале 20 века реформаторами нашими, которые реформировали образовательную систему. Вот там есть очень острые вопросы, которые сегодня, мне кажется, актуальны. И с этого спектакля было так, что представители религиозные, они вставали, уходили. А что за вопрос? Что им не нравилось? Ну, надо посмотреть, вы посмотрите, как... Нет, дело в том, что там ставился вопрос вообще, насколько это... То есть внешне некое какой-то рост и внутренний рост. То есть одно дело поменять реформу, но возможно ли поменять... То есть вы же по истории понятно, всего за 5 лет произошел огромный какой-то скачок в обществе, в татарском обществе. Но внутри человек не поменялся. И это такой вопрос. Вот сейчас очень много всяких перемен, но человек остается пока все тем же, и вопросы внутри у него все те же. Понятно. Как говорит лауреат премии Станиславского международного театрального Фартрав Бектентаев, про спектакль не рассказывать, надо его смотреть. Ну да, здесь это нельзя не понятно, согласиться. да. Конечно. Ну, не можем не спросить, следите ли вы за делом 7-й студии Кирилла Серебренникова? В курсе истории наверняка. Конечно. Но там хочешь не хочешь приходится. Вот и поэтому как раз вопрос. Все хочу разобраться сам для себя. На ваш взгляд, может ли театр работать без наличных денег? Ведь именно обналичивание бюджетных средств вменяют им. Или это, в принципе, нормальная практика? Да, вот как администратор. Ну, по законодательству это сейчас сокращается. Да, было раньше больше налички. Сейчас все переводится, естественно, безналичный расчет. Мы и сами, и население тоже к этому привыкает. То есть у всех карточки, и зарплатные карточки, и пенсии приходят на карточку. Это да. И пособие на карточку. Все. То есть государство переводит на другую как бы логику. Естественно, можно. Почему нельзя?
Ага. Можно все, но надо приспосабливаться. Естественно, какой-то закон. Это же не только... Я по поводу этих наличных, безналичных денег разговаривал с зарубежными коллегами. Они говорили, да, у нас это происходило в течение 3 лет переход на безналичный расчет. У нас это в течение года. То есть быстро-быстро, да, ускоренно. Какой год, там, в день. Все, вы переходите вот на эту карту, а теперь на мир переходите. Вот, то есть... У меня в портмонете там 5 карточек. Что делать с ними? Снимать оттуда TV. Ну, понятно. Покупать. Обналичивать. Вы согласны с тем, что такой переход, он усложняет творческий процесс, когда нужно вопросы по-быстрому решать? Я не знаю, там... те же самые декорации, там, не знаю, костюмы. Приспособиться можно ко всему. Можно, да? Можно. Ну, по большому счету, все так работали, как они. Ну да, ну просто, понимаете, есть привычка. Как раньше работаю, когда я пришел 6 лет тому назад директором, мне тоже говорили, вот мы раньше так делали, вот мы раньше так делали. Приходилось ломать, ну сейчас по-другому будем делать. И, естественно, и люди привыкли, и, в принципе, приняли для себя. И сам привыкаешь, и надо периодически форматироваться. Как сказал покойный директор, который 30 лет тоже руководил театром, Шамиль Зинович Закиров, я помню четко его слова, он говорил, надо каждый день меняться, надо каждый день меняться. Ну, если мир меняется, почему нам-то стоять не меняться? Да, есть сложности. Это сложность из-за того, что мы привыкли к чему-либо. Нажимать на одну кнопку. Ну ладно, сейчас будем на 2 кнопки нажимать. Что же делать? Конкурсы, аукционы и так далее, так далее. Есть такие вещи. Но мы поняли, допустим, проводим аукционы, и аукционы они приводят к снижению цены и реальной снижению. И экономия остается, и экономию мы можем использовать на что-то другое. Видите, как хорошо. Ну, справедливо ли, на ваш взгляд, вот подобное преследование за эти хозяйственные вопросы? Ну, кто-то не успел вовремя перестроиться. Это их проблема, естественно, есть. Но надо перестраиваться. Надо. Если требует это времени, если требует это законодательство... Если вообще, я иногда говорю, если не нравится как бы здесь эти законодательства, можно уехать, жить в другую законодательную среду. Ну, вы же спросили о совсем. Ну да. Нет, там же, конечно, вопрос не в этом. Совершенно не в этом. А в чем же тогда все-таки? В другом. В другом. В позиции. Да. В той самой цензуре или отсутствии ее. О наличном трате денег. Просто это всегда очень странно выглядит. Единственное, один Кирилл Серебренников. Остальные все такие быстро перестроились и как-то так. Он один бедный не перестроился и всех обворовал. Давайте номер для смс-ок напомним. +7 927 304 1051. Нам тут прям приходит сообщение про Ройзмана, но почему-то нет сообщений про Татарский театр. Вопросы задавайте, друзья. Для публики, возможно, неожиданная тема, на которую мы сейчас обсуждаем. Еще один вот как бы важный вопрос, который хотелось задать. Как вы оцениваете вообще проблему сохранения национальных языков? Ведь само существование национальных театров, оно, в принципе, невозможно, да, если национальные языки не будут сохраняться. Количество носителей языка будет уменьшаться. А ведь многие сейчас беспокоятся за это, потому что обязательное изучение того же татарского, башкирского языка отменено. Мне кажется, что здесь дело самих носителей. Это очень важно. Потому что все носители, они как-то так... Мы в том числе, да, мы успокоились, думали, о, как хорошо все. Не тут-то было. Надо было до всяких этих принятий законов и всего остального думать об этом, мне кажется. И сейчас вопрос самих носителей. Насколько сейчас они смогут отстоять этот вопрос. Как они смогут внедрить. Понимаете, потому что действительно это серьезная проблема. Одно дело... В семье там разговаривают, но ведь... А что делать дальше с этим языком? Ну, в театр пойти послушать это. А дальше? Поступать в высшее учебное заведение, язык не нужен. Да? Ну, короче, он в быту на уровне кухни, к сожалению. Как дальше? Вот, литература на татарском, например, на языке. Но она не только на татарском, но и на русском сейчас плохо читаемая. С литературой вообще проблема. Ну вот по поводу жителей Казани, как бы лично у меня так сложилось, да, что все нормально говорят прям на улице, да, идут и там совершенно спокойно, что молодежь говорит об этом. Вот. А как это стало модным? Почему это стало модным? Потому что нам сказали, все, хорош, забудьте про язык. И тут все сразу все вспомнили. Про него, про язык. То есть это когда вам что-то запрещают, у нас наоборот обратная реакция возникает.
Ну, получается, в этом смысле, как бы, жители Татарстана, Казани непосредственно, они решили эту проблему сами, да? То есть, как бы, самоорганизовались, и этой Стали проблемы говорить нет? просто на языке. Да, но это началось раньше гораздо, до всяких законов, на самом деле. Да. Да. Ну, эта проблема, правда, она одним каким-то предложением, одной передачей в 20 минут о ней очень сложно говорить, потому что надо начинать гораздо раньше. Гораздо раньше. Потому что 90-е годы, когда в 91-м году, в 92-м году, в 93-м году, когда у нас Конституция своя появилась, когда парламент свой появился, естественно, языковой вопрос возник, и, естественно, у нас 2 государственных языка стало. Вот, и тогда волна поднялась, и молодежь заговорила, и мы стали свободнее со своим языком, как-то его приняли. Это же абсурдно звучит, мы собственный язык приняли. Вот, и началось. И вроде как бы все было хорошо, да гладко, а оказалось не все гладко. Я татарскую гимназию закончил в Набережных Челнах, но он до сих пор гимназия татарская. Ну что ж, Там тоже предметы время идут. нашего эфира подходит к концу. Заканчивается, к На этой сожалению. оптимистичной ноте поблагодарим наших гостей. Это директора театра Галяскара Камала Ильфира Якупова и главного режиссера Фарита Бекчантаева. Спасибо вам, желаю вам Спасибо удачных вам. гастролей. Да. Ждем на гастрольные спектакли. Спасибо всем нашим слушателям, кто был с нами, и до Пока. свидания. До свидания.